Всем добрый день! Сегодня я расскажу немного о хризографе. Я выяснила, это все-таки у меня хризограф, только не того цвета, который я покупала. Это гибрид сибирского и японского ириса. Отличаются они вот такими вот прожилками. Это род не бородатых ирисов. Отличаются они вот такими вот прожилками, иногда пятнами или штрихами. Цвета у него варьируются от небесно-голубого до глубокого темно-фиолетового цвета. Еще у него, значит, отличия понятны, изящные цветочки. Вот. Есть цвета и бордовые встречаются, и белые такие встречаются ирисы. Так что у меня это все-таки хризограф. Еще его называют, если правильно, сино-сибирский ирис. Еще раз повторюсь, это гибрид сибирского ириса и японского ириса. Предпочитает он солнечные места, но может выдерживать и легкую полутень. Может выдерживать близкое залегание грунтовых вод, в отличие от бородатых ирисов. Предпочитает он влажные, гумусные, легкие почвы. Размножается он делением корневища по осени или ранней весной. И можно, естественно, его размножать и семенами. Он у меня уже практически отцветает. И высота этого ириса зависит от сорта. Он либо от 50 до 100 сантиметров в высоту может быть. Это все зависит от сортности. Какой конкретно сорт этого ириса. Так что, вероятнее всего, я все-таки выяснила, это у меня все-таки вот этот вот хризограф. Вот с такими вот золотистыми прожилками. Посмотрите, у него даже пыльник темно-фиолетовый. И вот на нижних фолах, их как правильно называют, это фолы нижние, или доли, вот на нижних лепестках у него как раз вот этот вот характерный сетчато-золотистый рисунок. Прожилочки вот эти. Вот такой красотун. Еще пока не отцвел, но цветет. Всем хорошего дня, до новых встреч!